В Чувашском кадетском корпусе Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза Кочетова продолжается второй поток приемной кампании на 2022-2023 учебный год для поступающих в 5, 6, 7 и 8 классы. Учебное заведение специализируется на патриотическом воспитании подрастающего поколения и подготовке ребят к службе Отечеству. Как поступить в кадетский корпус, какие преимущества получают ученики и до какого числа можно подать документы? Далее. Защищать Родину – это значит отдать жизнь за нее, не допускать того, чтобы ее оскорбляли, пресекать это все. Для того, чтобы защищать Родину, одного желания недостаточно. Нужно пройти обучение. Например, поступить в кадетский корпус, предварительно сдав вступительные экзамены по математике, русскому языку и физической подготовке, а также пройти психологическое тестирование. Я в свое время тоже служил в рядах вооруженных сил и служил по контракту. Просто хочу, чтобы сын пошел по этим стопам моим, был мужественным. Я поставил себе цель. Мне очень понравилось быть военным. Это мой долг. Это долг каждого мужчины служить Родине. И поэтому я выбрал эту профессию. Воспитанники кадетского корпуса находятся на полном государственном обеспечении. Им предоставляются бесплатное питание, проживание, форменное обмундирование и медицинское обслуживание. Но самое главное – это отличная подготовка для тех, кто хочет связать свою жизнь с военной карьерой. Это уже приучает к самостоятельности детей с раннего возраста. Они заранее готовятся уже к поступлению в высшее учебное заведение, связанное с силовыми структурами, вооруженными силами. Дисциплина, получает азы, основы военной службы. У нас проходит подготовка как по строевой подготовке, по огневой подготовке, физическая подготовка. При поступлении в вузы кадетское образование дает дополнительные баллы при поступлении, в зависимости от вузов, от 3 до 5 баллов. Чувашский кадетский корпус открыт для мальчиков и девочек, которые хотят связать свою жизнь с вооруженными силами или силовыми структурами. Прием документов завершится 15 июня. Анна Центовская, Павел Редков, Республика.